Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңындағы кезекті брифингін бастаймыз. Бүгінгі брифингіміздің тақырыбы цифрлық әділет, Қазақстан құқықтық сауаттылық пен заң көмегінің қолжетімділігін қалай арттыруда тақырыбында. Ақпаратмен бөлісетін спикер Әдемі Әлбекқызы Бектібаева, Батыс Қазақстан облысы бойынша әділет департаменті басшысының орынбасары. Ендеше Әдемі Әлбекқызы, сөз тізгіні өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті Батыс Қазақстан облысының тұрғындары және бақ өкілдері. Бүгінгі сіздің назарыңызға цифрлық әділет, Қазақстан құқықтық сауаттылық қалай арттыруды және заң көмегінің қолжетімділігі туралы ақпаратты ұсынамыз. Президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаевым было отмечено о последовательности повышения правовой культуры людей, о культивировании в общественном сознании созидательной ценности. Президентом было отмечено, что каждый гражданин должен оценивать свои слова и действия с точки зрения закона, четко понимать правовые последствия в своих поступках. В рамках исполнения поручения главы государства органами юстиции на постоянной основе проводится праворазъяснительная работа по повышению правовой грамотности населения. Так, за первый квартал текущего года Департаментом юстиции по предоставлению правовой помощи и консультации встречи с населением во всех регионах было проведено 3 акции «День открытых дверей». Также в первом квартале текущего года проведено 210 мероприятий праворазъяснительного характера с общим охватом более 102 тысяч граждан. С целью повышения правовой грамотности жителей сельских населенных пунктов открыты около 150 кабинетов права, которые функционируют в зданиях района и сельских клубах. Во всех 150 сельских округах созданы уголки самообслуживания с установлением компьютеров и доступом в интернет. Для ознакомления с теми или иными действующими нормативно-правовыми актами, а также доступом к информационным системам, таких как ЕУТНЕШ, портал «Открытый НПА», кабинеты права имеют полное техническое оснащение с доступом к информационно-правовой системе «Адлет» и базы данных «Закон». Как отметил президент Касым-Жомарт Токаев, каждая цифровая реформа – это шаг к более доступному правосудию, особенно для тех людей, которые находятся в отдаленных регионах, где доступ к юридической помощи ограничен. Для достижения поставленных главой государства задач на сегодняшний день органами юстиции запущена единая информационная система юридической помощи Е-Заң көмегі, предназначенная для предоставления и получения юридических услуг в онлайн-режиме. На сайте данная услуга имеется на сайте EUP.KZ. Также доступно мобильное приложение «Заң көмегі», в рамках которого граждане могут получать ответы на интересующие их правовые вопросы посредством видеозвонка. Система направлена на обеспечение и упрощение доступа граждан к квалифицированной юридической помощи с участием более 2000 адвокатов и юридических консультантов. Помимо этого, в настоящее время функционирует единая нотариальная информационная система Е-Нотариат, которая предоставляет возможность в онлайн-режиме посредством видеозвонка выдачи всех видов доверенности и согласия супругов, за исключением распоряжения имущества. Для этого необходимо скачать на мобильное устройство приложение ЕГОВ Mobile. Далее необходимо войти и авторизоваться на главной странице, открыть сервис Е-Нотариат, выбрать тип нотариального действия, а их у нас 4 вида. Это услуги выдачи доверенности, согласия, заявление об отсутствии брака и консультация. Далее необходимо заполнить форму заявления, указать нотариуса, дать согласие на сбор и обработку персональных данных, заказать услугу онлайн по видеозвонку и оформить услугу. Также необходимо провести оплату услуги нотариуса. Так, по Западно-Казахстанской области за первый квартал текущего года через приложение ЕГОВ Mobile было оформлено 19 доверенностей и 8 согласий. Кроме того, в целях исключения неправомерных действий применяется биометрическая идентификация клиентов, и при подписании заявлений используется сервис QR-подписания. Еще одним из важных достижений органов юстиции является внедрение работы робот-судебного исполнителя. Так, в случае несвоевременной уплаты административных штрафов до 20 МРП уполномоченный орган передает сведения роботу-судебному исполнителю, который возбуждает производство без участия частного судебного исполнителя. После возбуждения производства
После возбуждения исполнительного производства граждане получают СМС-сообщения от 1414 и пуш-уведомления в ЕГОВ мобайле с детальной информацией о деле. Тем самым граждане освобождены от дополнительной оплаты 25% от суммы штрафа и визитов к судебным исполнителям, так как все это происходит в онлайн-режиме. С момента запуска цифрового судебного исполнителя, а именно с 20 августа 2024 года по сегодняшний день возбуждено 12 667 исполнительных производств на сумму 289 миллионов тенге. Из них окончено 2439 исполнительных производств на сумму 53 миллиона 217 141 тысяч тенге. Это позволило жителям Западно-Казахстанской области сэкономить 13 миллионов 304 тысячи 285 тенге. Принимаемые меры способствуют укреплению сознания граждан по правовой грамотности и улучшению понимания своих прав и обязанностей. В результате работ по упрощению услуг казахстанцы сэкономят время и деньги, повышается доступность и удобство в получении данных услуг, а также упраздняет административные барьеры, делая процесс более прозрачным и эффективным. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз. Рахмет Әдемі Әлібекқызы, алаңымызға келіп ақпаратпен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Осымен брифингімізді аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.